Что ваш случай в этом поможет?
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые представители всех городов, разных городов нашей необъятной России. Мы сегодня рады приветствовать вас в нашем городе Якутске. И очень приятно, что мы в течение 3 дней работаем в таком режиме, представляем практику города Якутска нашим городам России, участников проекта взаимообучения городов. И мы вас сегодня приветствуем и говорим, что мы сегодня будем говорить по теме развития системы работы по внеурочной деятельности школ города Якутска. Меня зовут Сухаринова Ольга Петровна. Я работаю главным специалистом отдела развития образования, управления образования города Якутска и являюсь координатором проекта взаимообучения городов в городе Якутске. И сегодня, когда мы приветствуем вас, мне хотелось бы немножко рассказать про те мероприятия, которые прошли у нас в течение 2 дней. В первый день мы говорили об опыте работы сетевого инновационного объединения детских садов города Якутска. Мы с вами все знаем, что те условия, которые создаются в детских садах, они дают хороший старт, хорошую основу для того, чтобы мы в старшей школе говорили об индивидуальном проекте, об индивидуальном маршруте каждого учащегося. Поэтому представленные проекты, представленные практики детских садов «Парус» и «Журавлик» откликнулись нашими участниками, и действительно мы увидели практические решения образовательных запросов наших дошкольников. Вчера мы говорили о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся школ города Якутска. На примере школы номер 33 мы представили пример класса МЧС, в котором у нас организовано взаимодействие между школой, учреждением дополнительного образования и МЧС Республики Саха-Якутия. Также мы говорили о политехническом образовании в условиях Саха-политехнического лицея. Мы говорили про индивидуальный маршрут ученика, и действительно в рамках 2 дней у нас был диалог между городами России, и мы получили отклик от наших слушателей, что очень приятно. А сегодня мы говорим о развитии системы работы по внеурочной деятельности школ города Якутска. Действительно, мы с вами, когда говорим об образовательной деятельности всех участников образовательных отношений, мы говорим про урочную деятельность и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность позволяет нам создать те условия для того, чтобы разработать индивидуальный план и реализовать индивидуальный маршрут каждого ученика. И со своим опытом сегодня с нами поделятся 2 школы. Это у нас средняя общеобразовательная школа номер 10 имени Дмитрия Георгиевича Новопашина. Коллектив представит свой опыт. Также с нами будет работать Хатасская средняя общеобразовательная школа имени Парфения Никитича и Надежды Евгеньевны Савцоновых. Представят тоже свой опыт, то есть мы сегодня работаем в 2 модулях, и в таком моменте мы готовы с вами поделиться со своим опытом, потому что тема внеурочной деятельности, она для города Якутска, и думаю, не ошибусь, для всех школ она актуальна, потому что для того, чтобы реализовать те запросы наших учащихся, наших родителей, задействованы все структуры муниципального управления, да, это и образовательные учреждения, это детские сады, это школы, учреждения дополнительного образования, это педагоги школы, педагоги дополнительного образования. То есть все мы нацелены на то, чтобы реализовать разные запросы наших учащихся. И действительно, сегодня, когда мы говорим про внеурочную деятельность, это огромная возможность, огромные перспективы для каждого из нас, и для учителей, и для школьников, и для родителей, и для представителей разных структур муниципалитета. И сейчас я бы хотела приветствовать Надежду Александровну Шилову, директора школы номер 10 имени Дмитрия Георгиевича Новопашина. Надежда Александровна, вы с нами? Надежда Александровна. Добрый день, для кого-то доброе утро. Мы рады приветствовать такой широкий спектр городов Российской Федерации. Я приготовила для вас, наверное, рассказ. Ой, Надежда Александровна, звук пропал, пожалуйста, еще раз. Включите, пожалуйста. Мы для вас приготовили, уважаемые коллеги, рассказ о школе. Но рассказ о школе готов
материалами, сделанными в дистанционном режиме, потому что тема у нас как раз про внеурочку в дистанционном режиме, сделанные в дистанционном режиме нашей группой Центра Арктической, как называется, Академия развития талантов. Я, наверное, волнуюсь, да? Академия развития талантов, в которую входят дети. И вот то, что мы сейчас вам покажем, это и есть мой рассказ о школе, и это дети. Я поэтому попрошу включить нашу вступительное слово детей о школе. Так, хорошо, сейчас запущу. Минуточку, пожалуйста. Так. Вот мои ботинки. С виду ничего особенного. Интересно, а если бы они могли разговаривать? Сколько удивительных мест они повидали в школе. Все началось с того дня, как я пришел в школу. Сначала я погонял мяч на школьном дворе, почистил обувь, поздоровался с Александром Ивановичем. Хотя поначалу вид у него был грозный, суровый, а как оказалось, он очень добрый и порядочный мужчина. Самое главное, он охраняет красную кнопку. Пока я размышлял, аппарат, установленный в школе, измерил мне температуру. Я был очень рад, что в школе так серьезно относятся к моему здоровью. 36,6. Коронавирус, коронавирус. Даже наконец закончится эта пандемия. Только посмотри, сколько крючков и кабинок. Неужели в школе учатся столько детей? Принимали одежду работники школы. Они же самые чистоплотные и неугомонные люди, которые следят за чистотой в школе, как пчелки, с утра до вечера моют и моют. Ботинки привели меня в столовую. А макароны – это же хит сезона. Устоял бы даже шеф Ивлев. Вкусно, сытно и комфортно. Но что-то я засиделся, ведь, думаю, в школе еще много интересного. Не успел я оглянуться, как оказался возле кабинета директора. Вот я попал, боязно как-то. Здесь работает самый главный человек в школе. Надежда Александровна. Любой сложный вопрос ей по плечу. Она почти как президент страны. Куда мы отправляемся? Учительская. Дистанционное обучение? Звучит как-то страшно. Нелегко приходится учителям. Придумать бы такой дистанционный пульт. Нажал на кнопку, и вирус улетучился. А дети и учителя все до одного вернулись в школу. Уважаемые коллеги, поздравляем вас с нашим профессиональным праздником, с Днем Учителя! Волею судьбы мы стали преподавателями. От нас зависит будущее наших детей. Успехов вам в вашем нелегком педагогическом труде. Умных, талантливых и находчивых учеников. Здоровья вам, дорогие коллеги! Семейного благополучия, сил и терпения. С Днем Учителя! Вернулись в школу, все друг друга поздравляют, обнимаются и радуются, обнимают и радуются. Особенно радуются родители, больше всех радуются. Дорогие наши учителя,
От лица родительского комитета школы номер 10 имени Дмитрия Георгиевича Новопашина сердечно вас поздравляем с наступающим Днем Учителя. Спасибо вам за все ваши старания, за то, что детям дарите любовь, заботу, мудрость и, конечно, знания. И будете дарить их вновь и вновь. Пусть вам всегда все в жизни удается. Пусть благодарным будет каждый ученик. В каждом из них ваша частичка остается. Ваш вклад в детей воистину велик. Поздравляем вас от души. Смотрите, библиотека. Честно говоря, я читать не очень люблю. Но в таком царстве книг, думаю, захочется задержаться каждому. Да, столько книг не прочитать за всю жизнь. Но думаю, у меня это получится. Смотрите, компьютерный класс. Весь урок играть в компьютерные игры. Класс. Да нет, все намного сложнее. Может, именно здесь придумают этот чудо-пульт, который сможет вернуть всех в школу. Поторопитесь, ребята! Вот это да! Смотрите, сколько кубков! Настоящая школа Олимпийского резерва. Если бы у меня было столько, я бы давно попал в сборную России. По баскетболу, футболу и легкой атлетике. Не знаю, надо определиться. Время еще есть. Тихо, тихо. А там что за филармония? Заглянем хоть глазком. Ботинки привели меня в кабинет музыки. Вот это да! Настоящие Моцарты и Шопены. Художественно-эстетический класс поздравляет с Днем Учителя! Да, есть чему поучиться. Обратите внимание, дети в этой школе рисуют не хуже профессиональных художников. Смотрите, как красиво! С Днем Учителя, дорогие наши учителя! Еще одна дверь. Тайная комната? Нет, это музыкальный чердак. Привет, ребята! Возьмите меня в свою музыкальную команду. Поздравляем всех творческих учителей нашей школы с Днем Учителя! Рассматривая все уголки школы, я совсем забыл про свой класс. Надо спешить, не хочу расстраивать Веру Филипповну. Простите, я не опоздал? Красные ботинки, Надежда Александровна. Ага, ну вот вы увидели творчество детей. Вот это делали действительно сами дети, сами снимали, сами писали сценарий. Причем затронули очень большие аспекты и показали все, что есть в этом направлении, в художественно-эстетическом. В школе действует художественно-эстетический класс. И в том числе плотно представлена внеурочная деятельность в художественно-эстетическом классе, которую мы смогли перевести на дистант. С Днем Учителя, я думаю, всем было приятно вспомнить, потому что это пожелание в том числе. Это сразу показывает, что мы не специально готовились, это системная, постоянная работа. Вот такое представление о школе. И надо сказать, что вы видели школу на данный момент. А сейчас мы вступили в капитальный ремонт по программе Российской Федерации. И я думаю, что эта школа будет выглядеть уже по-другому, буквально осенью. Мы готовы продолжать по программе. Демонстрацию, да, Надежда Александровна? Да.
Хорошо. Мгм. Можно начинать? Да, можно начинать. Да, вот наша заявленная тема. Я обращаю внимание здесь на некоторые точки в названии подходы к реализации программ. Это те подходы, которые нашли мы. Может быть, они у вас аналогичные, может быть, они у вас другие, но у каждого есть свой принцип работы, и мы для себя увидели проблему, что провисает в дистанционном образовании, которым мы с вами жили 2 года, именно блок внеурочной деятельности. А внеурочная деятельность – это прямой ответ на формирование и ответ на проект «Успех каждого ребенка». Мы считаем, что эти вещи связаны. И плюс еще требование перейти на новую программу в ГОС, в которую вошел блок по программе воспитания. Так вот, программа воспитания в школе уже принята и разработана, и она ведется с 1 сентября этого года. Поэтому вот здесь мы часть слайдов уже убрали, но тем не менее основные вещи показываем. Итак, главный документ школы – образовательная программа, в которой прописан в том числе блок программы воспитания, который реализуется, как в каждой школе, через план воспитательной работы. И тогда следующий слайд – какие механизмы и, то есть вот у нас не у самих демонстрация, параллельно, смотрите, очень хороший механизм, вложенный в сетевой город образования. У всех есть электронные журналы, у всех есть электронные дневники, это уже требования времени. На самом деле эти вещи нет, мы туда рано ушли. Вернуть нужно предыдущий слайд. Эти вещи, они были хорошо интегрированы в модель при ограничительных возможностях. И тогда расписание внеурочной деятельности и программ дополнительного образования, они у нас сейчас подгружены в сетевой город. В сетевой город полностью все часы. И тогда следующий слайд. И у нас недельная нагрузка по внеурочной деятельности на всю школу. Мы здесь сделали примерный вот такой перечень, начало, да. На сайте у нас это все вы сможете посмотреть. Примерно 512 часов, боюсь быть неточным, но плюс-минус. В неделю. Это понятно, что вот это та нагрузка, которая должна быть распределена по расписанию. И тогда следующий слайд. По расписанию внеурочной деятельности, которая интегрирована, закреплено за каждым учителем, выставлено в сетевой город. Более того, наше расписание сетевой город выведено, с программой интегрируется расписание для каждого ребенка. И ребенок на своих телефонах видит все изменения, в том числе сейчас не только уроки, но и само расписание кружков внеурочной деятельности. Так вот, сложность, которую мы увидели в течение реализации программ в ограничительных мерах, это сложность реализации этой самой внеурочной деятельности. Как задать это самое задание при загрузке детей в дистанте, при количестве нормированного времени, при времени домашнего задания и самостоятельной работе, при уровне усталости и ухудшения зрения. Что в этой ситуации нужно было делать? И следующий слайд. Понятно, что вот эти все программы внеурочной деятельности, они реализуются вот таким образом, например. Следующее выступление Хатасы. Мы здесь все очень ориентированы, так же, как и ваши школы, на WellSkills. То есть это хороший такой инструмент для мониторинга. И вот здесь, например, кружок хлебопечения. Вот так его видит ребенок. Это вот слева, глазами учителя слева, глазами ученика справа. Вот так видит расписание по кружку хлебопечения учитель в сетевом городе. Кто этим инструментом пользуется, тот знает. Причем мы дали здесь раскладку только вот конкретного класса, 2 Б класс. Специально дали мелко, вы, в общем-то, не видите перечень ребятишек, плохо читаемо, это здорово. А вот с правой стороны, то, как смотрит на свое расписание ученик, сидя дома. Вот то, что он видит по кружку, по расписанию дня на определенный день, да? В том числе понятно, что у него идет кружок хлебопечения, вот 7-е занятие. И он на него, например, записан, да? 6-е и 7-е занятие. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд.
И что мы предлагаем по хлебопечению? Понятно, что вот информация о задании крепится, посмотрите, ссылкой, домашнее задание с ссылкой прямо в сетевой город. Оно включается. Куда перепрыгивает ребенок по этой ссылке? А он перепрыгивает на страничку. В свое время это был Инстаграм, но сейчас мы очень мобильно поняли, что это не тот сервис, с которым можно безопасно официально работать в школе, и мы уже перешли на Телеграм-канал. Причем надо сказать, что и Телеграм, и Инстаграм ведут сами дети, ну, конечно, в сопровождении преподавателя, и это является домашним заданием по кружку журналистика. То есть интеграция плотная, дети делают много самостоятельных ресурсов. И вот вы видите ссылку, ну вот та, которая действовала на тот момент, когда мы готовили презентацию по хлебопечению. То есть ребенок автоматически приходит в Инстаграм, ныне в Телеграм-канал, и там он уже видит видеоролики и задания, которые снимает, выкладывает учитель. Следующий слайд, пожалуйста. Многие вещи удалили, поэтому, наверное, может быть... Вот так выглядит кружок математическая шкатулка. Видите, опять же есть ссылка, опять есть выкладка, и мы переходим по математической шкатулке точно так же в Инстаграм. Причем это уже предусмотрено, что были выставлены требования к программам, которые даются в дистанте, что это обязательно. Должна быть демонстрация, интересно, это должно быть с комментариями учителя, это должно быть коротко, мобильно, четко, понятно и ясно, и главное, интересно ребенку. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на математической шкатулке принцип понятно. Вот он, кружок безопасности. Мы сделали специально разные направления, потому что физкультура, мало того, что физкультура оказалась у нас в дистанте, да, и ребенок, выполняя домашнее задание или там повторяя упражнения за учителем, не факт, что не стукнется дома об угол там стола, например, тоже будет следить за его безопасностью. А значит, подборка должна быть универсальной и безопасной. И, соответственно, вот задания, которые были выложены по школе безопасности. Дальше, пожалуйста. Дальше, пожалуйста, от школы безопасности мы переходим к шахматам, по-моему, мастер-классы. Ну вот образцы, видите, мастер-классов, что делали, как делали, куда двигались. Здесь же дети дают комментарии, здесь же идет голосование, здесь же идет оценка. И детям не нужна оценка в журнале. Если уже мама и папа, комментарии в школе учатся 1705 детей. На Инстаграм-канале было подписчиков 1600. То есть это каждый, в принципе, представители семьи. И если мама и папа увидели своего ребенка, при этом они дают согласие, что они разрешают размещать информацию о детях, ну, конечно, ограниченную с соблюдением норм, как называется, безопасности персональных данных, да, сохранности, то вот такие фотографии мы размещаем. Если у нас есть запрет, то, соответственно, ну, как понятно, мы их ретушуем, да. Вот конкурсы, которые по страничке двигались. Дальше, пожалуйста. Вот они выложены, шахматы. Шахматы мы крепили как состязание. То есть мы от занятия к занятию крепили состязания, выкладывая какие-то демонстрационные вещи. Вот понятно, кто ведет, видите, учитель такой-то, такой-то, что нужно делать и так далее. То есть ролики мы не сделали активными, но это можно посмотреть. Плюс дальше по итогам, по шахматам, дети знали, куда идут. Им нужно было в течение года сыграть 5 игр, ответить на викторинные вопросы и получить радостно, красиво и успешно зачетную книжку и значок ГТО по шахматам. Самый нижний разряд это вправе получить уже малыши начальных классов. Я вас заверяю, событие уникальнейшее, и все в этот процесс активно включаются. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот выложили, у всех этих достижений полно, но на сайте мы обязательно ведем мониторинг. Ну, во-первых, это пользительная вещь для каждого учителя, потому что каждый идет на аттестацию. Во-вторых, вот мы ведем своды реестров, достижения разрешают вывешивать родители все. Никто не возражает, если фамилия, имя ребенка и класс, как достижения с первым местом или еще с каким-то, размещены на сайте. Это же успех, поэтому здесь прописано не достижение каждого ребенка, обращаю внимание, а успех каждого. Достижение ребенка есть успех учителя.
Это его успех. И это его основа для аттестации, для распространения опыта, для продвижения, в том числе по педагогической карьерной лестнице. Поэтому каждую четверть вывешивается новый реестр. И он висит на сайте, он идет прямо по четвертям и по кнопкам. Зайдете, посмотрите. Дальше, пожалуйста. Дальше, пожалуйста. И вот тогда, объединяясь в какую-то логику, да, то есть как это выстроено, как работает. Отдельно вот красный кружочек, я сейчас на нем остановлюсь. Итак, образовательная программа, логика продвижения внеурочной деятельности, как в каждой нормальной школе, отражающая уже программу воспитания, которая реализуется через учебный план. Учебный план, который включает учебные часы, часы школьного компонента в том числе, усиливая профильность и внеурочную деятельность. Учебный план, включая внеурочную деятельность, комплектуется так. Далее основные курсы, часы по выбору, внеурочка и дополнительное образование. Так вот, в школе действует отдельная программа внеурочной деятельности и доп. Образования. Они интегрированные. Оно объединено, реализуется специалистами. Плюс мы ввели сейчас уже тьюторов. Тьюторы, которые курируют не ОВЗ и не одаренных детей. Одаренность ОВЗ курирует каждый. А тьюторы, которые курируют вопросы КДН, ПДН, безопасности жизнедеятельности. Вот такие тьюторы у нас сегодня работают. Педагоги доп. Образования – это привлекаемые люди, это специалисты отраслей, так же, как в каждой школе. Это сотрудники ДСАФ, это борцы и так далее. Вопрос красного кружочка, я думаю, вас заинтересовало. Навигатор. Появился еще один ресурс, который называется навигатор образования. Но я не знаю, он в ваших городах действует или нет. Это ресурс республики, куда включены все программы дополнительного образования, не внеурочной деятельности, а дополнительного образования. Так вот, в эти программы может записаться, в принципе, любой ученик, имея доступ в эту систему, мне нужно просто зарегистрироваться. Это те кружки, которые реализуют как раз узкие специалисты. У нас такой кружок математика, кружок военного искусства, кружок там борьбы, по-моему, кружок даже парашютного спорта и дайвинга дистанционно. Потому что прежде чем приступить к дайвингу летом и начать нырять, нужно знать теорию, нужно знать основы безопасности. Вот так выстроены, а летом уже идет в период летнего отдыха, идет практика. И поэтому вот летние программы у нас заявлены: туристические походы, исследовательские походы. Мы заключили контракты не только с технологическими парками и центрами дополнительного образования города Якутска со всеми, но еще и с местностями, которые у нас являются заповедниками. И там проходят исследования, там мы кормим птиц, там мы кормим оленей, то есть вот такие вещи мы делаем. Штучно, но делаем. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот этот навигатор образования, можно переключиться. Вот то, что у нас в навигаторе очень мелко, но то, о чем я говорила. Вот эти программы сейчас вошли туда. Если до этого мы не знали, куда их выложить, внеурочную деятельность, понятно, инструмент есть, а доп. Образования был только сайт. Так вот, сейчас появился инструмент, который, конечно, нуждается в доработке, который очень бы нам хотелось в один клик. One Click есть программа в городе Якутске, очень удобная. Зашел и по одному паролю попал. Хочешь туда, хочешь туда, хочешь туда. Все справки получил, везде записался. Так вот, очень бы хотелось One Click иметь в образовании. Получил регистрацию при зачислении ребенка в 1 класс и по этому паролю, чтобы ты имел возможность входа. Пока это отдельная регистрация, что дает достаточно сложный подход в погружение. Следующий слайд, пожалуйста. Мы, по-моему, здесь завершаемся и даем вот буквально все свои адреса, пароли, явки. То есть мы открыты, мы доступны. Мы сейчас ведем семинары в формате стажировочной площадки Института развития образования функциональной грамотности. И мы считаем, что вот эти вещи, они точно так же отвечают и функциональной грамотности, и современному новому ВГОС-21, в котором мы в следующем году все с вами должны шагнуть в 1 и 5 классы как минимум.
где прописаны как раз вот те вещи. Но вот сейчас мы опять входим в капитальный ремонт, и буквально с понедельника школа опять входит на дистант. Это не значит, что внеурочка закрывается. Это значит, что мы начинаем работать вот в таком дистанционном режиме с очными встречами по расписанию на культурно-образовательных площадках города Якутска при получении согласия в письменном виде от родителей о том, что они не возражают и разрешают подойти детям, например, в парк или в музей и готовы подвести и не возражают. То есть вот такое взаимодействие, и не зря в ролике вы увидели двух родителей. Это представители просто родительских комитетов, это даже не управляющий совет, которые сейчас выступают в роли контроля у нас за питанием раз, за составлением меню 2, брокеражная комиссия, за проведением капитального ремонта и даже за дизайн ремонта школы. Вот мы ответим на вопросы, и у нас есть образец некоторых позиций по очень интересному кружку, который только у нас имеет достаточно хорошие результаты на уровне школы. Это кружок «Пулевая стрельба». У нас есть свой тир, это наша гордость. Пожалуйста. Спасибо, Надежда Александровна. Уважаемые коллеги, Надежда Александровна, как вы видите, готова к диалогу. Все контакты она озвучила. И сейчас я хотела бы представить нам и вам Николаеву Алену Евгеньевну, педагога дополнительного образования. Она ведет кружок пулевой стрельбы, победитель республиканского конкурса 2022 года «Сердце отдаю детям» по физкультурно-спортивному направлению. Итак, Алена Евгеньевна, вы с нами? Да. Еще раз всем добрый день. И разрешите продолжить освещение платформы дистанционного обучения, которая является самой актуальной и сложной, но усвоенной всеми учителями и педагогами нашей страны. Насколько же мы продвинулись вперед, насколько же мы преодолели все, насколько же мы выполняем программу дополнительного образования, это и есть сам конечный результат. Результат успеха каждого. Актуальность. Можем демонстрировать, да? Видео могу, да? Открывай. Ага. Так. Коллеги, уважаемые жюри, разрешите представиться? Меня зовут Алена Евгеньевна Николаева. Я педагог дополнительного образования школы номер 10 города Якутска. По профессию я учитель физической культуры, а также тренер спортивной подготовки. Общий стаж 16 лет. В сфере образования работаю вот уже более 7 лет. Итак, сегодня хочу представить вам на сегодняшний день актуальную и значимую программу военно-патриотического воспитания. Занятия по пулевой стрельбе. Ага. И запускаю презентацию, да? Угу. Алена Евгеньевна, пожалуйста.
Алина, звук, пожалуйста. Да. И каждая рабочая программа по дополнительной образовательной программе по внеурочной деятельности у нас разрабатывается в соответствии с учебным планом, и оно осуществляется Оно осуществляет дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности в соответствии с уставом школы. И деятельности руководствуется законом об образовании Российской Федерации. Следующий слайд. И она реализуется в очном и дистанционном формате в зависимости от режима обучения. И у нас же цель обеспечения разносторонней физической подготовленности учащихся и формирования специальных качеств, определяющих спортивный рост, результатов силовой выносливости, статической выносливости, координированности движений и внутримышечной ловкости, скоростных способностей, равновесия, произвольной мышечного расслабления. И отличительной особенностью программы является то, что большое внимание мы уделяем изучению истории полевой стрельбы и практическое обучение, именно техника тактических упражнений. И практические занятия по программе связаны с использованием именно посредством, с выходом на Zoom в период дистанционного обучения. И именно актуальность проведения занятий в дистанционной форме является непрерывность и доступность проведения занятий в режиме дистанционного обучения. Есть и, конечно, минусы в ограничении времени и усвоения материалов программы, но и этот пробел дал нам очень большой урок и опыт, который мы уже устранили и работаем непосредственно по сей день. Проведение дистанционных форм обучения, также применяемые средства, будь это музыка, будь это инвентарь из подручных материалов, еще раз доказывает, что пути решения для проведения занятий очень многообразен. Следующий слайд. И мы в домашних условиях проводим наши дистанционные занятия. То есть каждый педагог всегда должен быть креативным, многогранным, видеть и чувствовать каждого своего ребенка, подопечного, их потребности и внимание в первую очередь. И на протяжении долгих 2 лет дистанционного обучения по данной программе наши обучающиеся во многом отличились и добились высоких результатов, успех каждого, и получили даже спортивные разряды, занимают места в республиканских, во всероссийских соревнованиях, а также выступают за нашу республику в сборных командах. Одним словом, повышают рейтинг популярности и необходимости данной программы по спортивному направлению. Также немаловажна взаимная поддержка каждого работника в самом коллективе между нашими педагогами и учителями, так как успешность и результативность – это наша единая победа. Взаимоподдержка и обмен опытом – это непрерывная связь между всеми. И подводя итог, мы хотим сказать, что время не стоит на одном месте. Мы вместе с ним должны развиваться, придумать что-то новое, внести свои коррективы. И, конечно же, любите и цените свою работу. Всем спасибо. Спасибо, Алена Евгеньевна. Итак, Ольга уважаемые Петровна, коллеги, небольшое короткое резюме с вашего позволения. По конечно, ходу событий мы показали полевую стрельбу, мы показали физкультуру, мы показали математику, шахматы, мы показали спортивные вещи, художественные, эстетические направления, журналистику в действии для вас. Я думаю, это показывает спектр и ответ на все 5 направлений федерального государственного стандарта, которые реализуются во внеурочной деятельности. Такие мы оказались хитрючие, и поэтому не судите нас строго. Мы благодарим и Камчатку, и Москву, Иваново я видела. Благодарим Йошкар-Олу, Улан-Удэ. Это все наши партнеры. Мы будем рады услышать ваш опыт. Спасибо.
Спасибо, Надежда Александровна. Уважаемые наши слушатели, мы приглашаем, чтобы вы ваши вопросы написали в нашем чате, и в концу нашего вебинара мы вернемся к 10-й школе, к Надежде Александровне, если будут вопросы. Спасибо большое коллективу 10-й школы. А мы с вами идем дальше. Второй модуль нашего вебинара сегодня – это выступление Хатасской средней общеобразовательной школы имени Парфения Никитича и Надежды Евгеньевны Самсоновых города Якутска. Итак, Николай Владимирович, вы с нами? Да. Да, я предоставляю слово директору Хатасской средней общеобразовательной школы с темой организации площадки WorldSkills Russia в системе агрошколы. Пожалуйста, Николай Владимирович, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. И, во-первых, хотим сказать слова благодарности, что проводится очень нужная работа. Мы должны, коллеги, не только в своем регионе, но в нашей большой необъятной стране показывать свой опыт работы. И к вашему вниманию сейчас наш видеоролик. Пожалуйста. Так, сейчас включите нашу презентацию. Так, уважаемые коллеги, мы сегодня хотим вам представить вашему вниманию. Мы являемся региональной площадкой WorldSkills Russia Junior на базе нашей школы. И перед тем хочу рассказать вам немного о нашей специфике, нашего региона. В настоящее время в нашей республике работает 91 агрошкола. Занимается в основном растениеводство, оленеводство, рыболовство, пчеловодство, скотоводство, табунное коневодство и научно-исследовательская работа. Уже на протяжении в этом году исполняется 35 лет. Ну, что представляет агротехнологическая школа? Это, во-первых, реализуются программы с 5 по 11 классы, допрофессиональная подготовка и, в-третьих, профессиональное образование. В нашей школе обучается 946, количество классов 40, кадровое обеспечение 124, педагогический персонал 80. И немного хотим рассказать, почему у нас школа агробизнеса. У нас имеется подсобное хозяйство и даже сельскохозяйственный потребительский кооператив, где имеется животноводческая база, земельные участки
тепличное хозяйство, а также занимаемся пчеловодством. И непосредственно каждое лето мы занимаемся летним отдыхом наших обучающихся. И у нас вот летний трудовой оздоровительный лагерь Джулур, где мы трудоустраиваемся. Хотим вот как пример рассказать, мы плотно работаем с центром занятости, а также вот непосредственно наша СКПК помогает нашим обучающимся по итогам сезонов получить заработную плату за их труд. А также у нас самый северный научно-учебная лаборатория Агрокуб, где мы сегодня находимся. В нашем Агрокубе 3 направления. Это биотехнология, агробиотехнология и агроробототехника. И у нас имеется соглашение с Арктическим сельскохозяйственным университетом. Так, и вот специфика такая, что мы вносим агрокомпоненты с 5 по 11 класс, поэтому у нас ведется работа по образовательной программе, вне аудиторная работа, дополнительное образование, лективные курсы, профильные классы. А также мы нашим выпускникам предоставляем профессиональное образование. Ну, в настоящее время мы категория В, также квадроцикл и буран, ну, категория А, категория В. И, конечно, вся эта работа никак без наших партнеров. И у нас вот, как видите на презентации, у нас очень много наших партнеров. Хочется отметить, у нас вот Арктический агротехнологический университет, а также наши наследие Хатасы работает ООО «Багарах», крупный рогатый скот, и в нашей республике единственная Хатасский свинокомплекс, а также у нас очень много наших партнеров. Также мы работаем с нашими крестьянско-фермерскими хозяйствами. Так, почему мы начали Павловский Russia с 2017 года, и как мы являемся школой, агрошколой, выбрали агрономию. Сперва мы начинали из собственных средств, все закупили, проводили на городском этапе, потом вот вышли на региональный уровень. Потом с 2020 года сетифермерство, и с прошлого года мы стали региональным организатором по компетенции флористика. С 2017 года вот на экране видно, что результат нашей работы, наши обучающиеся являются победителями регионального этапа WorldSkills. Вот с 17 по 21 результат очень хороший. И в этом году, ну, по результатам прошлого года у нас планка вышла, наша школа участвовала в 21 компетенции по WorldSkills Russia. И вот, как видите на экране, в прошлом году мы вошли в топ-100 образовательной организации юниорского движения по Российской Федерации. Так, и самые главные наши люди, это мои главные эксперты, это Матвеев Николай Афанасьевич, он работает заведующим производством, Эрхан Иннокентьевич Макаров, это педагог дополнительного образования, Диана Васильевна Васильева, это мой заместитель, а также сертифицированные эксперты,
но из 5 человек 2 мастера производственного обучения и 2 педагоги доп. Образования. И вот как пример хочу сказать, что по финансированию, как мы агрошкола, у нас есть мастера производственного обучения. Они непосредственно практической работой занимаются, наши мастера производственного обучения. Так, и независимые эксперты, как я ранее говорил, вот Арктический государственный агротехнологический университет, научный исследовательский институт, Якутский сельскохозяйственный техникум, Зеленый рай, они постоянно проводят с нами данные чемпионаты. И результат работы хочу вот выделить, что проведение такого ответственного чемпионата, во-первых, это улучшение материально-технической базы, и самое главное для наших выпускников это дополнительные баллы при поступлении. У нас очень много процентов выпускники 9 класса поступают в среднее профессиональное образование и высшее учебное заведение. Ну и один из главных это профориентационная работа и допрофессиональная проба. Вот видите на экране мы очень плотно занимаемся нашими проектными работами. Вот, это работа наших обучающихся. Мы производим тушенку из жеребятины. Второй это создали внутри школы медиа-студию, поэтому выпускные альбомы, метод объединения свои работы тоже на нашем медиа-студии. А также у нас есть круглогодичные теплицы, и на этом теплице тоже наши обучающиеся выращивают различные растения. Вот мы гордимся результатами наших учащихся, и наш вот гордость, Бурсов Николай, он выпускник 11 класса, и в результате его работы мы получили золотую медаль, золотая осень, а там вот видите наши чемпионы. И, уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожелания, мы готовы к сотрудничеству. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Владимирович, за подробную презентацию деятельности своей школы. А мы с вами сейчас приглашаем Николая Афанасьевича Матвеева к выступлению, заведующего учебно-производственным отделом с темой «Опыт организации регионального чемпионата МОБУ Хатасская средняя общеобразовательная школа». Итак, Николай Афанасьевич, вы с нами. Здравствуйте, да, я с вами. Рад вас видеть и слышать. Здравствуйте. Пожалуйста, Здравствуйте. вам слово. Да, вот сегодня сейчас включат мою презентацию. Тему своего доклада я разбил на 3 части, чтобы... Сейчас видео включим. Хорошо. Ага.
Николай Афанасьевич. Сейчас мы включим презентацию. Презентацию, да, запускаете? Хорошо. Да. Еще раз добрый день. Сегодня я хотел представить вот опыт реализации регионального чемпионата WorldSkills в нашей школе, как это, как говорится, от начала до воплощения. Как это вообще возможно и с какими трудностями вы могли бы встретиться при реализации данных компетенций. Ну, я являюсь еще и также заведующим учебно-производственным отделом и также являюсь главным экспертом по компетенции агрономии клиники юниоры в Республике Саха-Якутия. Так, ну, первое правило, что нужно вообще понять, да, при создании какой-либо компетенции, это проведение так же, как и муниципального и регионального чемпионата WorldSkills России, это нужно ясно понимать общее положение, подготовка документации компетенций, также проведение чемпионата самого. Ну, как мы все знаем, все, наверное, наслышаны, и даже многие школы, возможно, участвовали и участвуют. Движение WorldSkills – это самое масштабное, я считаю, для учеников школ, вузов. Это вот огромная такая сила, которая может предоставить очень большие возможности для, так же как и нашим ученикам, и для студентов. Ну, а так, в целом, это целое международное некоммерческое движение, которое именно развивает, скажем так, профессиональные навыки. Ну, движение WorldSkills так таково у нас в республике уже давно проводит. У нас в нашей республике более 70 компетенций участвуем, проводит Республика Саха-Якутия. Ну, а также и даже WorldSkills International выходят ребята. Ну, в линейке WorldSkills Junior это основная миссия юниорского движения. Это, ну, вот, это дает школьникам возможность осознанно выбрать свою профессию, да, попробовать свои навыки, а также свои силы в конкретной специальности. То есть дети непосредственно пробуют себя, испытывают, ну, какими могут быть в данной иной компетенции сложности и, ну, оттачивают свои навыки. Ну и в будущем могут уже как бы осознанно выбрать свою профессию. Но также в WorldSkills есть до 16 лет, это юниорская лига, и также 16-22 это уже идут студенты. По молодежной она идет в линейке юниоров именно то, что это обхват школьников непосредственно, у них задания намного проще и легче в выполнению. Ну и тут хорошо то, что при своем выборе профессии они могут участвовать во многих компетенциях, себя попробовать. А уже вот постарше для студентов они уже, получается, выбрали свою профессию и оттачивают до мастерства. То есть непосредственно они занимаются в своих институтах, да, вот, и свои навыки оттачивают на профессиональном уровне. Ну и по второй части это я вам расскажу про общее положение, что и как вообще сама суть, это стандарт организации. Нужно понять основной наш документ, по которому мы собираем, ну, ссылаемся на эти документы для проведения данного мероприятия. Здесь даже нужно работать непосредственно с РКЦ, с региональным центром, координационным центром для проведения компетенций, либо для создания. Ну, также у нас есть союз, стандарт WorldSkills, они все идентичные, одинаковые по всему миру, не только по России. Ну и непосредственно сам чемпионат он делится сперва в муниципальном уровне, а дальше уже проходит в региональный.
После регионального мы идем выступать в Россию и заходим в состав сборной России. И уже идем покорять, скажем так, Европу и мир. Ну, страницу ресурсов я хочу здесь поподробнее остановиться, потому что здесь это самый основной документ, который нужно для создания какого-либо компетенции. Да, они все, это стандартный документ. Остановимся на инфраструктурном листе. Оно непосредственно разрабатывается именно с учетом компетенций и по вашим квадратуре. Ну, по вашим... От этой квадратуры зависят рабочие места. Также он является основным документом расписания, регистрации и дней проведения. Дальше идем техническое описание. Это основной тоже документ, где участники непосредственно по этому документу тренируются. В техническом описании описываются полные модули, задания, что и чем они должны выступить на чемпионате. План застройки – это тоже немаловажный документ, где вот при создании компетенции нужно именно заострить внимание на застройку, потому что от вашей площади зависит дальнейший исход событий, стратегии в проведении чемпионата. Потому что чемпионаты могут быть поделены как на днях, там первый день, второй по жеребьевке. Если у вас квадратура больше, можно брать на себя большее количество участников. Но это тоже так важный документ. Также конкурсное задание непосредственно над чем и техническим описанием работают участники конкурса и компатриоты. Компатриот – это человек, который непосредственно подготавливает и защищает честь, ну, как тренер участника. Дальше идет для экспертов инфраструктурная система чемпионата ЦИС. Она предназначена только для экспертов. Для экспертов вы проходите через РКЦ, он учит, то есть и становитесь специализированным экспертом, где вам научат, как заполнять, ну, сертификат вам выдают и как правильно оценивать участников. Это тоже единая система, которая заходит в единую базу и которая просматривается главным менеджером. Ну и для участников это электронная система интернет-мониторинга eSIM, там, где регистрируются и участники, и как компатриот. Тоже такая интересная штучка. Ну и основные принципы, это, как я ранее говорил, единая площадка проведения, где здесь нужно зациклиться на том, что и S-2 есть. Это когда идет регистрация участников и работа с экспертами. А также есть дни, так называемые S-1, это за день до самого чемпионата, где участники проходят и осматривают модули, оценивают рабочие места и подготавливаются. И также S+1 это у нас сам непосредственно чемпионат. Но бывает, как я ранее говорил, из-за квадратуры, если больше, то можно за один день все провести. Но бывает так, что, допустим, у вас 10 участников, а рабочих мест 5. Тогда, получается, вы делите на две части группы, и S+1 и S+2. S+2 это означает второй день после регистрации, ну, после жеребьевки. Также идет единая система оценки, она неизменная, то, что пусть будет, скажем так, в Республике Саха-Якутия или в Москве, или в Московской области, то оценки неизменные, они везде одинаковые. То есть, что в моменте чемпионате это будет то же самое. Ну,
где вы у себя в регионе занимались, то есть оценка такая. Единая группа экспертов. Здесь надо понимать, что есть, помимо главного эксперта, есть еще и менеджер компетенции. Менеджер компетенции – это самый главный человек, является, который разрабатывает именно конкурсную документацию. Конкурсную документацию можно вот слева в нижнем углу есть WorldSkills Russia, сайт.ру, где вы заходите и ознакомливаетесь с этими документами. То есть там все в открытом доступе есть. Также конкурсные задания, где непосредственно по модулям. Если брать агрономию, то там 5 модулей у нас. Тоже все расписано, как работать и в основном общепринятыми мерами. Также адаптация основного инфраструктурного листа. Это, как я говорил, в инфраструктурном листе тоже описывается, какое оборудование будет стоять и какие материально-технические базы, оснащенность, она все вот отражает. Ну и заключительная часть у меня идет. Третье – это, как Николай Владимирович говорил, что наша школа является региональной площадкой 3 компетенций по нейрам. Это агрономия, фермер и флористика. Хочу рассказать, что какими трудностями мы сталкивались. Это, конечно же, по квадратуре. Но у нас, благо, квадратов на 200 квадратных метров, поэтому я без труда мы оснащаем рабочие места в 2 раза больше. То есть даже можем по 10 человек за один день принять. Да? Тут надо еще очень плотно работать с РКЦ, потому что РКЦ, после подготовки все документация идет через них. И, соответственно, приходит эксперт от РКЦ, который осматривает площадку. То есть площадка должна быть оснащена по всем требованиям WorldSkills. То есть после осмотра площадка удостоверяется. После удостоверения мы отправляем протокол, скажем так, менеджеру, где менеджер компетенции тоже согласовывает. Все документы у нас согласовываются. И, то есть, и главный менеджер дает старт. То, что наша площадка, она готова. По агрономии хочу сказать, что мы были с 2018 года площадкой, презентационной площадкой, когда вот только начинаете проводить, она становится презентационной. То есть презентационная площадка выше региона, она не может пройти. И после обучения экспертов, после обучения мы получаем корочку специализированного эксперта, и уже непосредственно с этим документом, скажем так, сертификатом, нас главный эксперт уже назначает в основную группу. Основная группа говорит о том, что мы можем уже в национальном финале участвовать или в итогах года. По сети фермеру мы с 2019 года являемся тоже презентационной, и по флористике с прошлого года тоже она новая компетенция у нас, поэтому тоже идет не как основной, а презентационная. Но после всех недочетов и после всего вышепройденного главный менеджер уже согласовывает на основной. После основной мы уже можем спокойно защищать, соревноваться на российском уровне. То есть, вот. Что хотелось мне сказать. Также я считаю, что правильное, подобранное, скажем так, профессиональное именно право выбора наших учеников к правильному ремеслу, компетенции, да, то есть это гарантированный успех, я считаю, потому что дети, они очень сперва заходят, какую-то выбирают, то есть предмет,
им не понравилось и уходят. А именно вот движение WorldSkills, она дает такой разнообразие, выбрать себя, посмотреть, что по духу, что им понравится. Ну и развитие движения, это дает новые пути повышения качества профессиональной подготовки и, конечно же, профессионального образования. Ну, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите мне на электронную почту, я вам обязательно отвечу, помогу при, скажем так, при создании самых первых шагов выбора компетенций и вообще как видите его. Спасибо, Николай Афанасьевич. Спасибо, Николай Владимирович, за презентацию вашего опыта. Итак, уважаемые наши слушатели, на этом мы завершаем выступление наших спикеров и оглашаем открытый микрофон. Просьба, если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы открыты к диалогу. Я видела, что у нас прошли регистрации педагоги дополнительного образования, и воспитательный отдел у нас есть. Пожалуйста, коллеги. В чате я вижу, что вы все прошли регистрацию, но вопросов вроде бы нет. Итак, мы хотели бы выразить благодарность нашему корпоративному университету московского образования за предоставленную возможность, за то, что вы нам предоставили именно открытый доступ к презентации нашего опыта. Мы в течение 3 дней показали опыт детских, дошкольных учреждений, опыт школ в реализации профильного обучения, углубленного обучения. Также мы сегодня представили вам опыт по внеурочной деятельности, какие решения нашли наши школы. И мы открыты к диалогу с вами, потому что мы знаем, что в ваших городах тоже реализуется и в направлении WorldSkills, и есть вопросы, по которым есть сложности даже, и есть решения по реализации внеурочной деятельности. Хотим поделиться с нашими контактами, потому что сегодня всегда мы говорим о развитии образования, мы говорим о запросах наших учащихся, о запросах наших родителей, потому что школа — это всегда место, где есть развитие. И мы сегодня хотим поблагодарить Валерия Анатольевича, директора корпоративного университета, и нашего куратора Елену Георгиевну Колесину за то, что с нами работают. И мы с вами на этом прощаемся, говорим до свидания. Но думаю, что еще мы будем выходить в эфир. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите нам, звоните нам. Мы рады будем взаимодействовать с вами. Спасибо, коллеги, за ваше участие. И мы говорим вам до скорых встреч. До свидания, коллеги. Спасибо, до свидания.